Кубаныч Тулюмбаев недавно переехал в земельный дом. Сегодня решил проверить печь, как она работает и сколько расходует твердого топлива. Поэтому мужчина купил пока один мешок угля. Купил мешок за 250 сомов, говорят, что это дорого. Раньше я жил в этажном доме, сейчас переехал в земельный, поэтому сколько тонн мне придется брать на отопление зимы, пока не знаю. Прежний хозяин сказал, что сжигал до 2,5–3 тонн. Из-за погодных условий отопительный сезон начался раньше времени. На топливных базах столицы оживленно наблюдается наплыв покупателей. Вместе с тем выросли и цены на твердое топливо. За тонну местного угля продавцы просят 5–5,5 тысяч сомов. То, что цены на уголь подскочили, горожане заметили сразу и крайне недовольны подорожанием твердого топлива. Наверное, из-за погоды 250 не просят, а по 250 продают. Для меня это дорого, но хотелось бы дешевле. Очень дорого. Зима еще не началась, уже 250 сомов за мешок, а тонна угля на объездной стоит 5–5,5 тысяч сомов. В прошлом году дешевле было. Пришел, чтобы узнать, какие цены на твердое топливо. Планировал купить тонну. 5 тысяч стоит. Мешок 250 сомов. Очень дорого. Между тем, по данным госпредприятия «Кыргызкомир», сейчас создается искусственный ажиотаж вокруг поставки угля. Посредники-перекупщики закупают 1 тонну угля на Каракече по 1330 сомов. И якобы из-за повышения цен на ГСМ и автозапчасти повысили надбавку за тонну на 2170 сомов. Также сверху 500 сомов добавляют угольные склады. Поэтому в итоге населению уголь отпускается по цене 5–5,5 сомов за тонну. «Кыргызкомир» контролировать их не может, потому что те являются частниками. Госпредприятие может регулировать только свои цены. Цены на уголь остались на уровне прошлогодних показателей. Отпускная цена составляет 1330 сомов за тонну. Изменений нет. В целом потребление населением за отопительный период составляет 3 200 000 тонн. 1 650 000 тонн потребляет ТЭЦ столицы. Остальное предприятие кыргызстанцы. Мы импортозависимы. Недостающую часть завозим из Казахстана порядка 300–400 000 тонн. По словам продавцов угля, закупается товар у посредников. Сейчас оптовая цена за тонну твердого топлива 4500 сомов. Цены на уголь по сравнению с прошлым годом дороже, почти в 2 раза. Карьер стоимость твердого топлива не повышал, поднимают цены посредники. Они вычитывают свои расходы на бензин, запчасти и прочие расходы. В прошлом году за 2500 брали тонну, в этом году за 4500 сомов. Мы также стараемся сдерживать цены, надеемся на помощь государства. Если посредники снизят цены, мы тоже дешевле будем продавать. Стоимость угля в Бишкеке и в регионах отличается. Связано это с доставкой до места покупки. В целом по стране организовано свыше 400 топливных баз. В столице 6 баз. На первоначальный период в Бишкеке заготовлено 5000 тонн угля. Проблема с повышением цен на твердое топливо в столице будет решена, обещают чиновники. Начали повышаться цены. Если до этого цены на уголь варьировались от 4000 до 4500, мы сегодня дали поручение антимонопольной службе, нашим службам, чтобы провели рейды и выяснили причину. Если идет искусственное завышение, мы будем принимать все меры для того, чтобы эти цены снизить. Поэтому сегодня уголь есть. Если горожане будут, и мы призываем их закупаться своевременно углем, потому что до 6 топливных баз и 10 стационарных пунктов они готовы вернее, они реализуют уголь в достаточном объеме и готовы обеспечивать ее бесперебойно. Госагентство антимонополии совместно с мэрией провели рейд. В итоге столичный муниципалитет внес предложение о необходимости введения госрегулирования на уголь. Как только правительство подпишет постановление, госантимонополия приступит к урегулированию цен, а посредников, завышающих стоимость твердого топлива, будут штрафовать. Госагентством антимонопольного регулирования будут приняты неотложные меры по установлению цены или необходимые процентные надбавки, чтобы цена на уголь она была справедливой и адекватной для потребителей. По данным госпредприятия «Кыргызкомир», дефицита твердого топлива не наблюдается. Планируется поставить уголь в объеме более 3 миллионов тонн. Ежедневно из каракечинского месторождения отгружается от 6000 тонн угля. На ТЭЦ Бишкека «Кыргызкомир» должно отгрузить 950 000 тонн твердого топлива. Суточный расход теплоэлектроцентрали составляет почти 5000 тонн. За период отопительного сезона ТЭЦ Бишкека потребляет 1 650 000 тонн угля. 60% завозятся местными компаниями, остальные 40% импортируются из Казахстана. Сейчас на складе ТЭЦ имеется 281 000 тонн твердого топлива. Остальную часть завезут, согласно графику, во время отопительного сезона.
Помимо этого мы должны были закупить газ в объеме 68 миллионов кубических метров. У нас все договора заключены. «Газпром» Кыргызстан на данный момент газ поставляет нам постоянно, бесперебойно. Помимо этого у нас есть еще договор с импортной фирмой поставки угля марки «Караджара». Энергетики обещают, что оборудование на теплоэлектроцентрале не подведет. Все котлы отремонтированы и работают с включенными очистными сооружениями. На этой неделе ТЭЦ Бишкека начала подачу тепла в социальные объекты столицы. Это школы, детские сады и лечебные учреждения. Из 83 больниц к отоплению подключены 55 учреждений. Одна из них – городская гинекологическая больница, где трудятся 100 медиков и лечатся женщины. Мы летом все заменили аварийные, все у нас готово было. 6 утром у нас было отопление. Здание старое, стены толстые, у нас постоянно тепло. Все 66 котельных Бишкека готовы к начавшемуся отопительному сезону. Из них 23 котельные обслуживаются газом, 21 углем, 11 электрические и 11 комбинированные. 71 дошкольных образовательных организаций, это детских садов, это из 94, это 80%, 65 школ, это 70%, и 1900 домов из 260. Но при этом я хочу сказать, что эти цифры, они у нас меняются ежечасно. ТЭЦ обещает обеспечить столицу не только теплом, но и электричеством. За время отопительного сезона планируется выработать 2,5 миллиарда киловатт-часов. Это позволит отчасти покрыть дефицит, связанный с маловодьем на Токтагульском водохранилище. В этом году 2 раза больше. До этого у нас стандартно где-то в районе 1,2 миллиарда, 1,5 миллиарда киловатт-часов было. В этом году нам был поставлен план на выработку 2,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В связи с этим, как вы видели на складе, мы сейчас обеспечиваемся углем. По последним данным, объем воды в Токтагульском водохранилище составляет 12,3 миллиарда кубометров. Это почти на 3 миллиарда кубометров ниже, чем в прошлом году. По оценкам экспертов, это критическая отметка. Однако, несмотря на сложную ситуацию, в Минэнерго предпринимают все меры для предотвращения кризиса. Ведомство заверяет, что бояться веерных отключений гражданам не стоит. Верных отключений не будет, но будет лимитирование. Потому что, согласно постановлению правительства, номер 138 от 4 апреля. Все регионы, области, города должны войти в лимит. Потому что без лимита у нас весной, возможно, мы очень низкий уровень можем подойти в водохранилище. Поэтому при соблюдении лимита мы выйдем, согласно нашим прогнозам, на объем 74 миллиардов кубометров. Поэтому вынуждены меры принимать по лимитированию. На сегодняшний день энергетический кризис наблюдается не только в Кыргызстане. Специалисты говорят, что почти в 20 странах Европы был засушливый год. Не лучшие климатические условия и у Китая. В Поднебесной договариваются об импорте электричества из России. В таких непростых условиях во всем мире потребителям необходимо рационально использовать электричество, считают эксперты. Сегодня актуально представляется экономия, а потом почему-то экономия относительно населенных пунктов, относительно населения сегодня говорят, но это неверно. Госорганами, государственные предприятия, они из бюджета в основном проплачивают вот эту вот потребляемую электроэнергию, поэтому они не ощущают. Поэтому мы должны у них вести жесточайшую экономию и электрической энергии. А что касается населения, то насчет тарифа, вы знаете, повышение в ближайшее время не предвидится особо, да. Поэтому наше остается убеждение. Методом вот как раз средства массовой информации должны объяснять, что в госорганах вот такая работа проводится по экономии, да, и будьте добры, вы тоже перейти на режим экономии, насколько это возможно, насколько это не будет улучшать, влиять на уровень жизни населения. Для экономии электричества необходимо переходить на альтернативные виды отопления в зимний период. Гражданам можно использовать несколько видов обогрева домов. Это газ, уголь и дрова. Также нужно использовать экономичные приборы для освещения, говорят специалисты. Светодиодные лампы, например, дает до 25-30% экономии. Отказаться от ламп накаливания, которые крайне неэффективны. Если вы используете для обогрева, если вы нагревательные приборы на электричество, тогда надо использовать
сертифицированные заводские приборы, которые имеют высокий коэффициент полезного действия. В Волжской области в целях оптимизации энергопотребления заменили 60 дополнительных подстанций на более мощные и обновили 40 тысяч километров линии электропередач. Как рассчитывают энергетики, это позволит избежать аварийных отключений. Кроме того, энергетики южной столицы провели рейд по кафе, ресторанам и магазинам, так как вышло постановление Нацэнергохолдинга об экономии электричества. Необходимо отключать дополнительное наружное рекламное освещение кафе, ресторанов, магазинов и других торговых развлекательных центров. Многие предприниматели в заведениях общепита переходят на газ и вынуждены отключить световую наружную рекламу. Я тоже отключил всю световую рекламу и призываю всех экономить электричество. К постановлению об экономии электроэнергии бизнесмены отнеслись с пониманием. Энергетики раздали всем специальные памятки. Контрольные рейды за соблюдением постановления будут продолжаться по всей стране столько, сколько потребуется, говорят энергетики. Мы обошли уже 64 точки общественного питания, провели разъяснительные работы. Пока что все относятся к этому с пониманием. Не было никаких конфликтных ситуаций. Если предприниматели не слушаются и включают после нашего ухода электроприборы, которые потребляют слишком большое количество энергии, мы возвращаемся обратно. Чаще всего не понимают, что к чему арендаторы, и нам приходится находить самих арендодателей и объяснять им. И вот тогда мы добиваемся своего. Отметим, что тариф на электричество в 77 тиынов за 1 киловатт-часов для населения будет сохранен. Для жителей горных районов ограничения в 700 киловатт-часов будут сняты. В остальных районах при превышении этого лимита население будет платить по 2 сома 16 тиынов. Айпери Шаймбетова, Улукбек Абдиев, ЛТР. Итоги недели.